Sonra hormatly prezidenti bilen Russiya Federatsiyasынын президенти Владимир Путин bilen duşugy boldy. Мы встречаемся на полях саммита глав государств по экспорту газа. Хорошо то, что появилась возможность обсудить вопрос наших двухсторонних отношений. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хотел бы выразить наши глубокие соболезнования по случаю этого самолета. Ваш братский туркменский народ всегда рядом с вами, и как прошедшее будет в наших сердцах. Что примите наши глубокие соболезнования. Я хотел бы поднять такой вопрос. Вы знаете, саммит глав прикаспийских государств будет в Казахстане. Якобы наши казахские коллеги очень обеспокоены вопросами, которые происходят над уровнем Каспийского моря. Это связано с военными вопросами. Поэтому там возникают вопросы, связанные с гражданскими международными авиасообщениями. Надо ли менять авиасообщения по вопросам маршрутов, эшелоны, их движения. Есть такая обеспокоенность, я не знаю, вы в курсе дела или не в курсе, но казахские наши коллеги вот этим вопросом обеспокоены. А если же говорить о наших двусторонних вопросах, я хотел бы выразить вам очень большую благодарность за вашу поддержку в укреплении нашей туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. На прошлой неделе состоялось 9-е заседание. Мы прошлись по всем нашим аспектам сотрудничества, ну, не говоря, конечно, о политических. Вы всегда поддерживаете инициативы наши на международной арене, в чем мы вам очень-очень благодарны. Говоря о торгово-экономических вопросах, конечно, темп есть хороший, он всегда у нас идет по восходящей линии, но мы вот посмотрели на заседании, все-таки есть и резервный потенциал, очень много. Я думаю, будем мы их применять именно на благо наших народов, как Туркменистан и Российской Федерации. Конечно, мы много говорили о вопросах нашего гуманитарного сотрудничества. Вы знаете, что с каким воодушевлением и любовью мы относимся в целом к русскому языку. Вы, наверное, помните, мы с вами вместе закладывали на туркмено-российскую школу имени Пушкина. Очень прекрасная школа, очень много периодики вы нам помогаете, я имею в виду, и в вопросах литературных, исторических. Ну и вообще мы в Туркменистане, вы знаете, с каким обаянием относимся к изучению русского языка, аж начиная с детского сада, кончая, значит, высшими учебными заведениями, как и в прессе, я имею в виду, и по телевидению, и средств массовой информации. И на неделе был показ фильмов, Мосфильма, и приезжали с супругами Венесуэлой. Мы очень благодарны. Ну и вот в таком ракурсе мы и всегда будем продолжать деятельность нашего сотрудничества. Поэтому еще раз позвольте вас поблагодарить то, что вы делаете в укреплении уз нашей дружбы между Туркменистаном и Российской Федерацией. Я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз возобновить свое приглашение. Мы нейтральная страна, наверное, единственная в мире, которая была утверждена дважды резолюцией Организации Объединенных Наций. Поэтому будет создан очень хороший международный форум, площадка, где мы могли бы обсудить все наши актуальные вопросы. Тема – это нейтралитет, это, значит, во имя мира и стабильности. Очень много желающих глав государств приехать на международный форум. И самое главное, оно сопровождается и праздничными мероприятиями. А вы для нас, как всегда, очень почетный и уважаемый гость. Так что я еще раз возобновляю свое приглашение вас и членов вашей делегации. Еще раз позвольте вас благодарить за сегодняшнюю миссию организации встретиться с вами. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Рубан Олег Валерьевич.
Туркменистан относится к числу наших стратегических партнеров в регионе. Это зафиксировано в наших базовых документах, а так оно есть и на практике. У нас очень добрые отношения в политической сфере, в сфере взаимодействия в области гуманитарных связей, в экономике. Правда, вот в денежном выражении торговый оборот несколько сократился, но товарные потоки у нас приемлемые, есть и хорошие перспективы на будущее. Что касается озабоченности наших друзей в регионе по поводу использования воздушного пространства над Каспийским морем, нам казахстанские друзья об этом пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду. Мы понимаем, что, наверное, такие ограничения есть и неудобства некоторые создаются. Но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает Россия по борьбе с терроризмом, они ложатся временем прежде всего на Российскую Федерацию, я имею в виду материальную даже составляющую. Террористические организации, такие как так называемая ИГИЛ, Джафар, Нусра и прочие, и же с ними, они не щадят никого, они занимаются зверствами натуральными, не щадят в том числе и гражданские суда, имею в виду гражданская авиация. Поэтому, если какие-то неудобства создаются, то их нужно, конечно, минимизировать, это точно совершенно, и мы будем иметь это в виду. Но, имея также трагический опыт, связанный с гибелью нашего самолета, мы будем делать это до тех пор, пока посчитаем нужным, для того, чтобы не наказать виновных. Но эти операции не будут проводиться вечно. Я изначально говорил о том, что они будут иметь временный характер, связанный с наступательными операциями самой сирийской армии по подавлению террористических организаций. Но неизбежно все равно сирийский кризис должен решаться и будет решаться политическими средствами. Мы очень надеемся на то, что процесс, который идет в Вене, он приведет к положительному результату. Мы сегодня только обсуждали это с иранским руководством. Думаю, что все наши друзья, союзники, ближайшие стратегические партнеры не только с пониманием к этому отнесутся, но и будут нас поддерживать, мы на это очень рассчитываем. Что касается гуманитарного взаимодействия, то здесь действительно оно для нас действительно очень важно. Вы упомянули сейчас и про школу, которую мы вместе с вами закладывали, и про фестиваль наших фильмов. А я хотел бы вспомнить о том, что мы принимали с удовольствием ваших деятелей искусства, тоже, которые представляли музыкальную часть, традиционное музыкальное искусство Туркмении. Это вызвало тоже большой интерес. Очень рассчитываю на то, что такое взаимодействие по всем направлениям будет нами продолжаться. Мы с уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана, всячески его поддерживаем и, безусловно, будем принимать участие в мероприятиях, которые вы планируете. И хочу вас поблагодарить за приглашение, которым я обязательно воспользуюсь. Спасибо.